Средняя общеобразовательная школа села Обьячево крупнейшая в районе. Здесь обучается 1090 детей. 5 учебных корпусов, самый молодой из них разменял 45 лет со дня постройки. Трехэтажное кирпичное здание требует основательного ремонта. Необходимо обновить классы, коридоры, актовый спортивный зал. В остальных корпусах ситуация хуже. Например, в этом деревянном здании по санпинам в каждом классе должен быть водопровод. Но прокладывать трубы и менять всю систему водоснабжения смысла нет. Дешевле снести и построить новую школу. И такой проект уже есть. Решение, политическое решение о том, что школу строить надо, она будет строиться, это есть. Под строительство новой школы в Обьячево выделен земельный участок, проведена геодезия, объявлен конкурс на проект. К концу года он будет готов. Через 5-6 лет в Прилузском районе планируют построить еще 2 школы в Ношеле и Черемуховке. Вместе с этим учителям необходима помощь в обновлении оборудования для школьных столовых и компьютерных классов. Ну, конечно, у нас есть деньги, которые предназначены на учебные расходы, да, но цены растут, да, мы покупаем учебники, и иногда не хватает, например, на приобретение компьютерной техники, либо наоборот. А в первую очередь, конечно, мы должны обеспечить учебниками. Нам требуется, например, полностью обновить компьютерный класс, а мы там, 2-3 компьютера можем, к примеру, приобрести. Или вот проекторы у нас постоянно тоже выходят из строя. Но администрация помогает, да, иногда в виде спонсорской помощи мы вот такую помощь получаем. Рассчитывать на деньги спонсоров приходится и медработникам, хотя без государственного внимания они не остаются. За счет средств резервного фонда правительства России, а это 4,5 миллиона рублей, в Прилузскую ЦРБ приобрели 48 единиц медицинского оборудования, в том числе УЗИ-аппарат, электрические отсасыватели, кислородные концентраторы и другое. А недавно в Центральную районную больницу Прилузи закупили неотложки и 2 автомобиля класса А. В развитие медицины по стране нынче вкладывают триллионы рублей. И крайне важно знать, как расходуются эти средства, отметила Ольга Савастьянова. Все равно хоть образование, хоть здравоохранение, хоть экономика, хоть сельское хозяйство важно одно. Хочется, чтобы каждый человек ощущал, что в его жизни происходят какие-то изменения. Поэтому те решения, которые мы принимаем, для нас важно посмотреть, как этот результат сказывается на жизни и что еще дополнительно нужно сделать. На встрече с депутатом Госдумы медики озвучили крайне болезненный для многих пациентов вопрос. Дело в том, что в Прилузской районной больнице больше 2,5 лет сломан стационарный рентген-аппарат. Используют переносной, однако его ресурс не бесконечен, да и снимки просто нечитаемы. А если учесть, что район расположен вдоль федеральной трассы Вятка, и здесь часто случаются автомобильные аварии с пострадавшими, диагностировать и проводить экстренные операции врачам крайне сложно. Снимки переносного аппарата, они в разы по качеству уступают, чем сделали бы эти же снимки хорошим, настоящим стационарным рентгенаппаратом. И, кроме того, если больной поступил с тяжелой сочетанной травмой, если мы его положили на хороший стол рентгенаппарата, там его можно и поворачивать удобно, и пленку сразу ставить. А он весь переломанный, мы его толпой грузим туда-сюда, делаем укладки, это мы наносим лишнюю травму больному, потому что мы не можем сделать хорошую укладку, а чтобы не было травмы, нам нужен хороший рентгенаппарат, а лучше бы томограф. В этом году денег на новый рентген-аппарат порядка 20 миллионов рублей в бюджете нет, огорчила представитель регионального Минздрава. И вообще отрасль медицины крайне затратная. Львиная доля средств уходит на зарплаты врачам. А вот оборудование приходится закупать, как говорится, по остаточному принципу. Впрочем, стоимость того самого оборудования многих врачей нередко ввергает в шок. Например, обычный секундомер за 300 рублей с приставкой «медицинский» стоит уже 8 тысяч. Та же история с медицинскими столами, холодильниками, инструментами и приборами, аналоги которых в обычных магазинах стоят в десятки раз дешевле. Предположим, обычная кровать, медицинская, самая такая, не очень дорогая, у нас примерная цена 100 тысяч. А там ничего нет. То есть просто кровать, поднимается подъемник головы, коленный сустав можно согнуть, но это не должно стоить 100 тысяч рублей. Если, предположим, взять обычную каталку, самую дешевую, она тоже в пределах 10-20 тысяч, но там ничего нет, колеса через год уже отваливаются. Я не понимаю, куда уходят эти деньги. Приставка медицинская, это не значит, что она стала лучше. И цена возрастает уже в разы.
Перед федеральными и республиканскими властями необходимо ставить вопросы не только о ремонтах больниц, но и о регулярных поставках высокотехнологичного оборудования. И, что немаловажно, расходных материалов. А то получается, как в Прилузье. Медицинский штат укомплектован на 100%, зарплата достойная, а работать нечем и не на чем. Радует одно – рентгенаппарат в Прилузскую ЦРБ пообещали в следующем году. Алексей Корчма, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Прилузский район.